Здравствуйте! В эфире обзор чрезвычайных происшествий, в студии Юрий Осипов. Председатель профсоюзной организации в Якутии подозревается в растрате денег, выделенных на проведение спартакиады. Так, по сообщению регионального МВД в Анабарском районе уличили председателя профсоюза жилищно-коммунальной организации в присвоении денег. Во время документальной проверки финансово-хозяйственной деятельности полицейскими установлено, что 25-летний местный житель, занимая должность председателя первичной профсоюзной организации, в период с февраля по декабрь прошлого года, используя свое служебное положение, присвоил около 200 тысяч рублей. В его отношении возбудили уголовное дело по статье «Присвоение или растрата». Ему грозит до 6 лет лишения свободы. Житель Мирнинского района попался на уловку мошенников и оформил на себя кредит. Он собственноручно перевел мошенникам 175 тысяч рублей. Ему позвонили якобы из службы безопасности банка и сообщили, что мошенники оформили на него кредит. Запаниковавшего мужчину успокоили и заявили, что для отмены данной операции необходимо оформить другой займ, а затем перевести их на безопасный счет. Мужчина сделал все, что потребовали от него мошенники. Он оформил кредит на сумму 145 тысяч рублей, обналичил и перевел все средства на указанный ими счет. Помимо этого, заявитель перечислил лжебанкирам из своих сбережений еще 30 тысяч рублей. Жительница Устьянского района осуждена за кражу. По сообщению прокуратуры Якутии, она уже была судима ранее. Пьяная подсудимая похитила принадлежащий ее знакомому ноутбук, который затем обменяла на бутылку водки. Подсудимая в суде свою вину признала, в содеянном раскаялась. По результатам рассмотрения уголовного дела суд приговорил подсудимую к 3 годам лишения свободы условно. Житель Хангаласского района обвиняется в убийстве. Об этом сообщает прокуратура Якутии. По версии следствия, в конце ноября прошлого года во время совместного распития спиртных напитков в одном из жилых домов села Улаханан Хангаласского района обвиняемый в результате возникшей ссоры ударил знакомого ножом в грудь. Впоследствии мужчина скончался спустя непродолжительный промежуток времени возле того же дома. После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено прокурором в суд. Житель Мирнинского района осужден за убийство знакомого и незаконное хранение оружия. Следствием и судом установлено, что 3 декабря прошлого года подсудимый в ходе распития спиртного вступил в конфликт с приятелем и из обреза ружья, который ранее нашел недалеко от гаража и там же хранил, выстрелил в голову потерпевшего. От полученного ранения мужчина скончался на месте происшествия. Следствием собрано достаточное количество доказательств, которые легли в основу обвинительного приговора. Суд приговорил его к 7 годам и 2 месяцам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. В Якутии завершено расследование уголовного дела по факту незаконной рубки лесных насаждений. По информации МВД Якутии, факт незаконной заготовки был выявлен сотрудниками группы экономической безопасности и противодействия коррупции районного отдела полиции летом прошлого года. В ходе оперативных мероприятий полицейскими установлен злоумышленник, 54-летний уроженец Магаданской области. Предварительным следствием установлено, что обвиняемый, являясь директором организации, занимающейся геолого-разведочными работами, не имея соответствующего разрешения и сопроводительных документов, дал распоряжение подчиненным работникам по проведению буровых работ на участке ручья Сарылах, выдела Аймиконского участкового лесничества, в ходе которых с марта по июнь прошлого года были спилены более 170 сырорастущих лиственниц. Объем уничтоженного леса превысил 67 кубометров. Ущерб, причиненный лесному фонду республики, составил около 200 тысяч рублей. В настоящее время материалы уголовного дела с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд. Отмечается, что причиненный ущерб фигурант полностью возместил. На время следствия ему избиралась мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Коллектор осужден за мошенничество в Якутске. Об этом сообщает прокуратура региона. Выяснилось, что он склонил 5 должников к передаче ему денег в счет погашения задолженности по кредитным договорам наличными вместо перевода на банковский счет организации. Полученные от граждан деньги в общей сумме более 700 тысяч рублей он присвоил себе. По результатам рассмотрения уголовного дела суд с учетом мнения государственного обвинителя приговорил его к принудительным работам сроком на 3 года с удержанием из заработной платы 10% в доход государства. Отмечается, что при вступлении приговора в законную силу сумма причиненного гражданам ущерба подлежит возмещению осужденным в порядке гражданского судопроизводства. Нападение на жителей шведского города Ветленда могла быть террористической атакой, так считает полиция страны. Подробности в следующем материале рассказывает Никита Конев. Шведская полиция заявила, что расследует нападение с ножом в городе Ветленда на юге страны как возможное террористическое преступление. В среду молодой мужчина атаковал прохожих. 8 человек пострадали, 2 из них серьезно, они находятся в критическом состоянии. Сам преступник при задержании также был ранен, сейчас он в больнице. По данным полиции, ситуация находится под полным контролем, и признаков того, что у нападавшего были сообщники, нет.
Что стало для него мотивом, остается неизвестно. Премьер-министр Швеции Стефан Лёвен осудил это нападение. В апреле 2017 года экстремист въехал на грузовике в толпу людей на оживленной улице в центре Стокгольма, убив 5 человек. Его арестовали. Это был обзор чрезвычайных происшествий. Берегите себя и до встречи в эфире.